В Якутии продолжается эстафета Знамени Победы. В настоящее время главный символ героической борьбы советского народа во время Великой Отечественной войны находится в Нижнеколымском районе. О том, как приняли эстафету жители района и кому ее передали, расскажет Нина Квитковская. У трапа самолета Знамя Победы приняли пограничники Черского погранпоста. Потом оно было передано знаменной группе отдела МВД Нижнеколымского района. Полицейские вручили Знамя Победы ребятам из военно-патриотического клуба «Звезда». Военно-патриотический клуб «Звезда» был создан в Черском в декабре 2013 года. Клуб начинался всего с 6 участников, а сейчас в его составе более 60 мальчишек и девчонок. Возглавляет клуб один из активистов молодежного движения района Евгений Бережнов. Члены клуба «Звезда» во главе со знаменосцем Павлом Кондаковым пронесли Знамя Победы от аэропорта до центральной площади Черского. Там состоялся торжественный митинг. Передачи Знамени Победы, проводимой в рамках республиканской эстафеты «Знамя Победы», посвященной 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Это важно сегодня для тебя, для меня, вспоминая героев мы, скорбя и любя. В завершении церемонии Знамя Победы было передано представителю села Походск. После торжественного митинга в селе Походск эстафета Знамени Победы продолжается по другим населенным пунктам Нижнеколымского района. Сейчас Знамя Победы находится в селе Андрюшкино. После этого будет доставлено в соседний Среднеколымский район. Ирина Квитковская, Ишхан Саркисян, Нижнеколымский район.